Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный инженер акционерного общества «Чечен-Энерго» Ильяс Цуев. Маршал Ильяс. Не будем тратить время, сразу перейдем к нашему разговору. Ильяс, наверное, самый актуальный вопрос для каждого жителя нашей республики – это отключение электричества. Вот согласитесь, на сегодняшний день. Это так. Самый болезненный. Самый болезненный, вы хорошо подчеркнули. Во время проведения ремонтно-профилактических работ на питающих линиях, это так у вас называется? Да. И трансформаторных подстанциях Чечен-Энерго производит отключение энергоснабжения части потребителей. Я прав? Совершенно неправильно. Насколько я знаю, это делается в целях безопасности специалистов, которые работают на данном участке. Тоже верно? Одна из причин. Одна из причин. А вот возможно обойтись без этих отключений? Вопрос очень корректный и правильный. Итак, слушаем ответ. К великому сожалению, сегодня еще нет таких способов, которые могли бы обеспечивать нам возможность без отключения электроэнергии и без погашения потребителей. Да, в первую очередь, это в целях безопасности самих сотрудников, потому что это такой же потребитель, который устроился на работу предприятия и в данном случае выполняет такие виды работы. И плюс дополнительное оборудование. То есть в первую очередь у нас это люди, и в вторую очередь это оборудование, потому что и это оборудование обеспечивает каждому потребителю электроэнергию. Поэтому ее тоже надо сохранять, и мы должны понимать, что без безопасности мы не сможем выполнять такие виды работ. А это могут быть и ремонтно-профилактические работы, какие-то аварии, техногенные какие-то ситуации. Там всякое может произойти, всякое может быть. Да, но я понимаю, почему именно в этот период этот вопрос стал, чтобы именно отключение, потому что у нас в республике, благодаря главе республики, сегодня у нас работает программа снижения потерь и программа повышения надежности. То есть две большие программы функционируют, и приходится, то есть на, скажем так, прошлый год и на этот год количество отключений потребителей, оно возросло, поэтому как бы и поступают такие жалобы, потому что ежегодно мы планируем нашу ремонтную программу, плюс там происходят аварийные, зависящие от нас, независящие от нас. Это согласно программе снижения потерь. Да, и плюс дополнительно у нас сейчас ведутся работы по программе снижения потерь. Это опять же реконструкция, установка новых приборов учета, то есть все одно за другим связано между собой. На что именно нацелена данная программа? Только лишь снизить потери? Не только. Это обеспечить потребителя качеством и надежным электроснабжением, повысить учет электроэнергии каждого потребителя, снизить энерговоровство, которое, к сожалению, в нашей республике тоже присутствует, но и увеличить собираемость, потому что от этого зависит вся система дальнейшая, и ремонт, и обслуживание, и зарплата наших работников. Понятно. Тут есть еще одна программа у вас, которая называется программа повышения надежности. Я прав? Я правильно произношу? Совершенно правильно, да. Вот в чем ее отличие от программы снижения потерь? И на что именно она нацелена? Программа снижения потерь нацелена на реконструкцию распредсетей и установка индивидуальных приборов учета. Программа повышения надежности охватывает не только распредсети, но и подстанции классом выше 35 и 110 киловатт. То есть основное оборудование, питающее энергосистему Чеченской Республики. Это необходимые программы на сегодняшний день. Без них никуда.
сегодня, да, у нас оборудование подстанций, к сожалению, имеет свой износ определенный и требует вот таких больших капитальных вложений. И я вот на мой век, сколько я работаю, это первая программа в нашей республике, которая реализуется в таком масштабе. И вот эти отключения, Ильяс, они часто будут? Можно так спросить? Правильно будет? Ну, вопрос правильный, да. Сказать, насколько регламентированы будут отключения, я, к сожалению, не смогу прогнозировать, но скажу одно, что мы по реализации этой программы нацелены на минимизацию именно вот этих отключений, чтобы потребитель как бы чувствовал себя комфортно. Да, я согласен, к сожалению, у нас не часто получается именно обеспечивать, но скажу одно, что мы стремимся минимизировать отключение потребителя, создавая разного рода резервы, где у нас возможность есть. То есть максимально пытаемся Работа идет, ограничить. это видно. Люди Да. работают, это Да. видно. Самый крупный проект, над которым сейчас работает Чечен-Энерго. Самое крупное на сегодняшний день у нас вот эта программа повышения надежности. Охватывает большую часть энергосистемы нашей республики. А вот самый крупный проект, который мы на сегодняшний день рассматриваем, это строительство подстанции Ведучи под курорты Северного Кавказа и строительство подстанции аэропорт под новый аэропорт. Вот эти два проекта на сегодняшний день у нас, можно сказать, самые крупные в нашей На сегодняшний день у нас Да. в республике это самый крупный проект. Да. И Да. на какой они стадии? Я знаю, работы идут. Да, вовсю. работы по подстанции аэропорт, это мы его как бы под аэропорт называем, но на самом деле как бы название последующее, оно будет подстанция аэровокзал. Работы по ним интенсивно ведутся, и где-то на процентном соотношении, где-то, ну, скажем так, чуть больше половины работы уже выполнена, и в полном объеме идет эта работа. По подстанции Ведучи у нас ведутся, по самой подстанции, это подготовительные работы ведутся, плюс строительство 70 километров, это двухцепная линия 110, тоже ведутся работы по прокладке трассы, то есть подготовительная работа, можно сказать. Это хорошо. А вот расскажите мне и нашим телезрителям, я думаю, это будет интересно, о намеченных целях и перспективах развития энергосистемы региона на ближайшую перспективу. Я почему спрашиваю? Почему? Потому что энергия для наших жителей Чеченской Республики, и не только, это одна из самых таких вещей, которая необходима в наших домах. И хочется знать перспективу. Прошу. Если затронуть перспективу, но основные наши перспективные, скажем так, цели, они у нас заложены, опять-таки повторюсь, в эту же программу повышения надежности. И на данный момент у нас уже реализовывается реконструкция подстанции, одной из подстанций, это ГРП-110, увеличение мощности, устанавливаются 2 трансформатора. Дополнительно еще на 2 подстанциях устанавливаются дополнительные трансформаторы. Это как раз таки касаемо перспективы, открывает нам возможность технологического присоединения и обеспечения качественным электроснабжением потребителей тех районов, где находятся данные виды подстанции. Вот эта замена подстанций, новые подстанции, что они дадут? Замена, увеличение Для наших жителей, для республики. Это в первую очередь качество и надежность электроснабжения потребителей. Ну и оценивая нашу сегодняшнюю обстановку по развитию республики, обеспечить новые подключения по технологическому присоединению. То есть открывает возможность дополнительно подключать потребителей и коммерческих, и частного сектора. Опять к вопросу надежности. Да. Я прав. Да, совершенно правильно.
И много говорится в последнее время, Ильяс, про цифровизацию. Какие достижения в этом направлении у нашей энергосистемы? Я говорю, у нашей энергосистемы. Могу немножко похвастаться. Прошу, прошу. Да, эта тема сегодня очень актуальная на фоне всех событий, даже, скажем так. Уже несколько лет в нашей республике введена в работу в нашей республике новая цифровая подстанция. Это город, находится, можно сказать, в центре нашего города, Грозный. И довольно-таки, скажу, по цифре она ничуть не уступает по Южному федеральному округу. Очень современная подстанция, и даже можно сказать, что мы не стоим на одном месте. Дополнительно любой объект, который мы сегодня включаем в реконструкцию, она нацелена с последующим переводом под цифру. Потому что во всей нашей стране, скажем так, развивается именно перевод в цифру. Там, если я не ошибаюсь, есть концепция перевода под цифровизацию до 30-го года. То есть, как говорят телевизионщики, с аналога переходим на цифру. Совершенно правильно, да. И даже скажу, что по нашей подстанции, скажу, цифра у нас, она имеет 3 уровня. То есть первый уровень, второй уровень и третий уровень. Сегодня мы имеем подстанцию, можно сказать, второго уровня цифровизации. То есть она на процентов 70 полностью имеет именно цифровое управление. То есть имеет возможность удаленного управления. То есть можно сказать, мы сегодня идем в ногу в цифру. И долго идти до 3-го уровня нам? Или этого нам не нужно? Нет, почему? Все зависит от финансовой составляющей, потому что полностью цифровизация, она, естественно, не бесплатно, имеет свои определенные затраты. И помимо обычных аналогов подстанций, затраты, можно сказать, в процентном соотношении. Работа идут. Да, работа в этом К направлении достижению 3-го уровня у нас работы идут. Как Да, совершенно правильно. У нас проекты уже как бы имеют возможность перехода в цифру, соответственно, выбор уровня и насколько глубоким будет строительство цифровой подстанции, это уже как бы все зависит от затрат, можно сказать. Смотрите, как бы мы ни говорили и не хвастались нашими достижениями, вот скажу так, как бы это ни звучало, но человек остается главным во всем и всегда. А какая работа тут ведется в части безопасности персонала и посторонних лиц? Скажу так. Скажу, вопрос, он очень, скажем так, уместный и актуальный на сегодняшний день. По безопасности персонала на предприятии ежедневно, ежемесячно ведутся работы по обучению, по налаживанию самой системы обучения. То есть есть программа, которая индивидуально под каждого электромонтера, под каждого работника, который, опять-таки, наша сегодня техника позволяет контролировать, насколько этот сотрудник обучается и проводит самотестирование вот этой программы. То есть умный электромонтер называется программа. Обучение идет. Плюс дополнительно ежегодно идутся проверки знаний. То есть максимально приближенные к реальной обстановке. То есть ведется работа для того, чтобы каждый сотрудник, который выходит на работу на предприятие, потому что работа у нас, она, к сожалению, очень опасна. Если так говорить прямо, да. Поэтому любая ошибка, она может привести к необратимым. Поэтому безопасность на первом месте, как я понял. Поэтому в этом направлении ведется работа. А что касается населения, то, скажем так, наших маленьких потребителей, имеется в виду, у нас есть программа
Ежемесячно, можно сказать, мы проводим занятия в школах, в садиках, везде. То есть, У вас детское направление тоже? конечно, в первую очередь, потому что... Этот вопрос тоже не в стороне. Нет, конечно. По статистике, на самом деле, в основном, к сожалению, у нас попадают под такие ситуации это дети. Где-то в возрасте до 12, до 14 лет, вот именно подростковое население, в основном как бы бывает, что случаи разного рода. Поэтому в этом направлении у нас ведется работа ежедневно, можно сказать, плюс работа с администрацией, соблюдение охранных зон, линий, то есть максимально... Все профилактические действия Да, мы проводятся. максимально, да, насколько это возможно, и в наших силах проводим информационные занятия, обеспечение документами. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Разговор, я подчеркну, очень актуальный, и, надеюсь, нас смотрят и слышат наши телезрители. Два моих последних вопроса. Что касается работы компании, какие каналы коммуникации использует Чеченэнерго? Вот так поставлю вопрос. Каналы коммуникации — это у нас Telegram, есть сайт Чеченэнерго, есть средства, наша местная масса информации, которая сотрудничает с телевидением, то есть Все соцсети, все доступные каналы, которые можем мы использовать, то есть как и в других предприятиях используется. У нас то же самое, как бы никаких секретов у нас нету. Вся информация доступна на сайте Чеченэнерго, можно обратиться, номера телефонов, то есть доступность максимально повышена. К вам на сайт заходишь, там все Да, есть, телефоны, есть, номера, информация, новости, все. Совершенно правильно, да. Выкладывается информация, телеграмма, собственный сайт информационный. Если плановое отключение, можно там узнать. Конечно. Если аварийный, тоже там можно узнать, да? Конечно. Помимо этого, в городе есть единая служба информационная, в которой мы выдаем информацию об отключениях, предупреждаем. По местам, в районах есть тесное взаимодействие с администрациями, то есть предупреждаем, то есть используя все возможные и невозможные каналы, используем, доводим для потребителей информацию об отключениях, от любых действий, которые мы будем проводить в той или иной форме. Это все хорошо, и это все правильно. И тут мой последний вопрос, который я не могу не затронуть. Молодые специалисты. Вот как тут у нас дела? Есть ли дорога в Чеченэнерго молодым? Вот насколько в компании востребованы начинающие свой труд молодые энергетики, скажем так. Прошу. Как вы готовите кадры? Откуда у вас кадры? И это добавлю. Вопрос очень хороший. И подчеркнуто было правильно, молодым специалистам. У нас есть тесное сотрудничество с университетом нашим техническим. Мы участвуем в дипломных экзаменах, то есть есть... Так, вы прослеживаете? Конечно, конечно. Вы присутствуете? Понятно. Так-то, прошу. Конечно, у нас мы имеем информацию, кто чем владеет, скажем так, и сопровождаем студентов именно, скажем так, нашего факультета, который в той или иной форме связан именно с предприятием Чеченэнерго. Поэтому на выходе тоже участвуем в дипломных работах, экзаменах, то есть знаем, насколько глубоко знание и насколько этот специалист будет востребован у нас. Естественно, после выхода из этого вуза мы оцениваем, насколько он будет полезен для нашего предприятия. И, соответственно, в прошлом году, на моей памяти, где-то 5 или 6 студентов поступили к нам на работу. Соответственно, и в этом году у нас есть места, где нуждаемся именно в молодых специалистах по направлению. Соответственно, в этом году тоже будет такой же отбор, и будем набирать, обновлять коллектив наш.
есть место для наших молодых людей, которые хотят работать в Чечен-Энерго. Конечно. Вот это самое главное. Спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи. Взаимно. Удачи вам. Спасибо за приглашение. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный инженер акционерного общества «Чечен-Энерго» Ильяс Цуев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.